На празднование Международного дня музея в Саранске пришлось много торжественных событий. Их посетила моя коллега Татьяна Бебинова, и она готова рассказать, чем был ознаменован этот день для культурного сообщества региона. Это холл главного корпуса МГУ, открытого тоже совсем недавно. Здесь, на первом этаже, и расположился музей Николая Платоновича Огарева. Ректор университета Сергей Вдовин рассказывает историю его открытия. Это, впрочем, не лишне вспомнить всем, кто когда-то окончил Мордовский вуз и носит гордое имя Огаревец. Вспомнить о том, что решение правительства страны о присвоении вузу имени Огарева было принято в 1970 году. В 1971-м Александр Сухарев, тогда ректор, издал приказ о создании литературного музея имени Огарева. В 1978-м он был открыт в 10-м корпусе МГУ на филфаке. Потом место его расположения менялось несколько раз. И, наконец, историческое событие для университета и города. Музей Огарева получил постоянную прописку. Мы с вами получили прекрасный подарок, университетская общественность, горожане, наши жители республики. У нас появилась возможность разместить этот музей здесь, в главном корпусе университета, в месте доступном, в месте любимом, в месте, где большое количество и наших гостей бывает, посещает наш университет. Ректор благодарит всех, кто создавал музей в его новом виде. Это событие, значимое для России. И музей Огарева в университете, носящем его имя, становится в один ряд с памятными местами, связанными с Николаем Платоновичем. Заведующий музеем Елена Марфина может рассказать о них в подробностях, что в имении Верхний Белоомут, в котором когда-то Огарев дал вольную своим крестьянам, до сих пор в храме ведут службы в память о своем благодетеле и его родителях. Что в селе Проломиха, где была его пищебумажная фабрика, сегодня улица и школа тоже носят имя Огарева. Москва, Сивцев-Пража, музей Герцена. Всюду воспоминания о Николае Платоновиче. В книгах, стихах, письмах, портретах, бюстах. То место, где была дана клятва Герцена Огарева на Воробьевых горах, сейчас мемориально. Там стоит стелла в виде двух сплетенных деревьев воедино. И все-таки еще об истоках музея в честь прославленного общественного деятеля, поэта, композитора Николая Платоновича Огарева, чье имя вошло в историю России. Инициатор создания музея профессор Семен Семенович Конкин, работая над монографией об Огареве, увлек за собой и коллег-ученых. Среди них Иван Дмитриевич Воронин, Сергей Бахмустов, Галина Комарова. Была традиция, мы всех первокурсников проводили через музей. И когда они вступали в университет, их обязательно знакомили с личностью, судьбой Огарева. Это была традиция великолепная. Надеюсь, что сейчас она возродится. И сюда, в это новое помещение музея, будут ходить студенты. Чуть позже музей имени Эрзи принимает в гостях коллег краеведческого. И всех вместе музейщиков с Международным днем музеев от имени Владимира Волкова поздравляет министр культуры и национальной политики Анатолий Чушкин и вручает одним из лучших почетные грамоты главы республики и грамоты профильного министерства за большой вклад в развитие музейного дела. Здесь собрались уникальные люди, верные истории, искусству, кто еще раз подтверждает, что с профессией музейного работника расстаться нельзя. Это неотъемлемая часть души. Я стараюсь часто бывать в музее, посещать его выставки, различные мероприятия. И вот эта любовь и коллег ко мне всегда чувствуется. Но я их, конечно, очень люблю. Поэтому, конечно, я сегодня не могла и прийти на праздник, не могла, так сказать, порадоваться за них, за их успехи, за их планы, которые им еще предстоит осуществить. Поэтому, конечно, я сегодня им пожелаю всего самого-самого доброго. Татьяна Бебинова, Сергей Бебинов. Наши новости.